Как все-таки, как вы сказали, и всегда говорите, что когда приходят препятствия, должны быть и на материальном уровне, и на духовном, и в материальном уровне мы должны ударить и ответить, а на духовном нет никого, кроме него. Если я слишком вхожу на материальном уровне, как я могу... Ты должен все время соблюдать. Прежде всего так, отключиться от всего. Нет никого, кроме него. Но когда я выхожу сейчас для того, чтобы отсортировать эти вещи, действовать, я выхожу для того, чтобы отсортировать, действовать, проявлять эти вещи. То есть уже нет, если не я себе, то кто мне? Насколько я могу войти, если не я себе, то кто мне, чтобы не потерять? Нет никого, кроме него. Чтобы быть в этих двух вещах, в двух этих противоположностях в одном. Тогда это называется духовное. Как мне сейчас работать? Как мне не потерять связь с центром группы, в котором я хочу раскрыть эту высшую силу, которая действует, только из объединения между нами, поручительства, взаимовключения, абсолютного между нами с ним вместе с слиянием, чтобы чувствовать, что в каждом действии, которое я позволяю себе сейчас делать, я доставляю ему наслаждение. Это я хочу раскрыть. То есть концентрация должна быть понятной на чем. И тогда я иду. Просто иду ногами, руками, ртом, внутри. Я все время соблюдаю эту точку единства. Храню ее. Такая работа. Да. Но что делать, когда я слишком вхожу на этот материальный уровень? Нет, не входите слишком сильно. Ты должен сохранять, соблюдать себя, чтобы не входить не больше, чем так, как ты хранишь эту точку. А как я могу себя сохранять в таком виде? Нет мудрее опытного. И поговори об этом с товарищами, чтобы вы заботились друг о друге. Это поможет. И главное не бояться. Еще раз пытаться, еще раз. Если ты начинаешь, а потом не удается, это Творец тем самым тебя учит. Потому что невозможно научиться, не ошибаясь. Из ошибок мы строим границы, и внутри этих границ мы тогда понимаем.